Приветствую вас, дорогие близнецы, вы на канале Таро Дома, меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на неделю с 25 по 31 марта. Смотрим мы с вами на круглой колоде 5 карт. Первая карта покажет настроение, и 4 другие покажут сферы жизни. Любовь, работу, деньги, здоровье, основные. Плюс кубики еще я тоже у меня участвуют в этом раскладе. Смотрим, близнецы. Покажите мне, пожалуйста, период с 25 марта по 31 для близнецов. Настроение, личную жизнь, работу, деньги и здоровье. 5 карт подряд. Период с 25 марта по 31 марта. Близнецы. Настроение, личная жизнь, работа, деньги и здоровье. Кубики. Покажите мне, пожалуйста, для близнецов период с 25 марта по 31. Двенадцатый дом показывает, у вас могут быть какие-то ограничения на этой неделе. Болезнь может показывать, отпуск, иногда на отпуск выпадает. Ну, посмотрим, карта нам подскажет, что это за ограничения и где. Знак зодиака Стрелец, общение со стрельцами может быть, ну, важное какое-то или много общения. То есть стрельцы сыграют важную роль для вас. И Меркурий. По Меркурию очень хорошо работает голова. Поэтому обычно хорошо Меркурий отражается на работе и учебе. На коммуникации, если, допустим, с кем-то нужно там скоммуницировать, договориться, встретиться, пообщаться, тоже вот Меркурий дает хорошую способность вашу к этому. Ну, смотрим теперь по картам. Да, двоечка пентаклей. Вы очень активны на этой неделе. Это карта активности, движения. Знаете, как фигура там, фигура тут. Может быть много дорог, много каких-то встреч, много общения. Вы очень такие гибкие, легко приспосабливаетесь к каким-то изменениям. Вот, допустим, там был один план, резко план поменялся из-за кого-то или из-за чего-то. Вы раз и подстроились под этот план. То есть вы вот легко адаптируетесь к изменениям. Это очень хорошо. Прилив сил эта карта показывает всегда. Человек наполнен силами, бодростью, активностью. Поэтому по здоровью должна быть карта неплохая. Ну, в принципе, здесь и все. То есть все, что касается вашего настроения, вы бодры, активны, готовы к действиям. Ну, это главное, что нам нужно увидеть настроение. Вы пессимистичны, да, то есть там грустны, или вы наоборот активны и позитивны. Ну, вот в вашем случае вы активны и позитивны. Хотя вот 12 дом показывает, что все время возникают какие-то ограничения. Но вы знаете, вы как уж все время вот выкручиваетесь из этих ограничений. У меня такое ощущение. Или даже приспосабливаетесь к ним. Вы даже можете как-то вот менять себе в плюс. То есть вы можете минус превращать в плюс по этой карте. Ладно, смотрим по сферам. Личная жизнь. Ой, классная карта. Шестерочка кубков. Карта гармонии, любви, взаимопонимания, такой вот терпимости, доброты. В личной жизни все отлично. Парочка нарисована. Если вы были поруганы, скорее всего, помиритесь. Если вы были один или одна, есть большие шансы знакомства на этой неделе. Для пар просто такой очень спокойный, мирный период, когда нет конфликта и все хорошо в паре, в семье. Также, смотрите, это у нас карта прошлого. Это ее основное значение, она показывает прошлое. Поэтому часто проигрывается как поездку к родителям, поездку в места, где мы росли. Возможно, там встреча, общение с братом, с сестрой может быть. Ну, опять же, с тем, с кем вы росли все свое детство, тоже может быть. Может быть, там сестра, брат в гости приедут. Поэтому тут вот, кстати, это еще, знаете, что еще может быть? Бывшие тоже у нас, история бывшие. Может быть, какой-то бывший или бывшая вам там что-то напишет или там позвонит. Тоже вот как вариант. То есть по этой карте часто мы мысленно возвращаемся в прошлое, вспоминаем, как у нас там что-то было, как мы кого-то любили, или как мы, допустим, там, как рождался ребенок, какая у нас свадьба была, просматриваем там фотографии или видео. Возможно, вы парой будете возвращаться как бы в прошлое. А может быть, это не вы парой, а вы и тот, с кем вы когда-то были, вы будете вспоминать. То есть тут сложно сказать, как конкретно будет. Ну, вот о своем прошлом будете вспоминать на этой недельке. Ну, карта очень хорошая. Смотрим работу. Король пентаклей.
Ну, тут как бы тоже хорошо. Сейчас я узнаю, это кто-то может быть. Бывает, это кто-то. Кто-то, кто, например, может вас ограничивать. Покажите мне, король Пентаклей для близнецов. Это кто-то? Да, это кто-то очень такой, знаете, влиятельный, важный. Прям вот для вас этот человек имеет какую-то важность. Он для вас как наставник, учитель, человек, у которого вы спрашиваете советы. Это кто-то очень влиятельный. Это может быть начальник, например, руководство какое-то на работе. Или очень-очень важный клиент, очень состоятельный, к мнению которого вы точно прислушиваетесь. А что от него ждать? Что от него, почему он выпал? Что от этого короля ждать? Что от него ждать? У вас может быть с ним поездка, командировка. Он может к вам приехать, или вы к нему можете поехать. То есть карта дороги выпала. Он может помочь вам найти выход из какой-то проблемы. Эта карта показывает всегда помощника, который нас спасает от неприятности. Вот если у вас на работе, допустим, уже есть неприятность или возникнет в этот период, то карта показывает, что вот этот король Пентаклей, он вас спасет, он найдет решение, он найдет выход. Так что если вдруг что-то произойдет, ищите вот этого короля, он вам поможет. Опять же, эта карта еще может показывать обучение, курсы и развитие. А это может быть учитель, у меня там иерофант выпадал. То есть еще как вариант, карты могут говорить, что король Пентаклей может вам как-то помочь в работе, дать вам какой-то толчок развития, может вас чему-то научить, например. Вот как вариант еще так можно прочитать. Так что в вашем случае он плохого вам ничего не несет. Наоборот, это человек, который вам помогает, направляет, наставляет. И от него только хорошего можно ждать. Так что по работе тут опять же хорошо. Ну и Меркурий, видите, обучение. Вы легко обучаетесь, вы легко усваиваете информацию. Он с вами информацией делится, а вы ее легко усваиваете. Поэтому тут вы остаетесь в плюсе. Смотрим деньги. Королева кубков. Ну, королева может показывать, что к деньгам вы относитесь очень легко на этой неделе, легко их тратите. И карта настроения это подтверждает. Прям вот они у вас в руках не держатся, знаете, как вода. Все уходит, все, что имеем, все тратим. Поэтому вот как бы будьте немножечко, что ли, расчетливее, там, экономнее, потому что тут можно растрынкать все деньги. Дальше королева кубков может показывать какую-то женщину еще. Какая-то женщина может иметь отношение к вашим финансам, как вариант еще. Вот, может быть, придется тратить деньги на какую-то королеву. Вот еще иногда так проигрывается карта. Если бы, допустим, иногда я ее читаю по-другому, например, если бы вы были там раком или скорпионом, это были бы вы, тогда бы я сказала, что помогают вам. Но так как это не вы, поэтому, скорее всего, что вы помогаете этой королеве. Это я объясняю для тарологов, кто учит таро, да, чтобы понимали, почему я в одной ситуации читаю так, а в другой по-другому. Потому что в зависимости от того, для какого знака я смотрю, это тоже играет большую роль. Вот в вашем случае вы можете помогать этой королеве. Так что вот так. Может быть, вот, например, приезжает сестра или мама ваша, и вы там ей сделаете какой-то подарок, или вы ей покупаете билет для того, чтобы она к вам приехала. Это и есть своего рода какая-то помощь ей. В общем, деньги есть. Эта карта не показывает, что денег нет. Деньги есть, но не очень легко тратятся у вас. И смотрим здоровье. О, здоровье вообще шикарная карта. Вот я вам говорила здесь, что будет хорошее на здоровье. Видите, так и есть. Потому что двойка пентаклей, она всегда показывает, что мы прям переполнены энергиями. Нам даже надо куда-то ее девать, потому что ее очень много. Вы прям вот такие будете, знаете, вас на месте вот не удержишь. Вы даже вот 5 минут просидеть не можете. Понятно, что не все, да, то есть в большей части, в большей степени, скажем так, близнецов. И эта карта тоже показывает сил просто выше крыши у вас. Тут даже было бы неплохо, вы знаете, заняться бы спортом по тузу пентаклей. Куда-то эту энергию нужно трансформировать. Вот если у вас, допустим, неактивная работа, то куда-то ж нужно деть этот избыток энергии. Куда? В спорт, или там побольше ходить каждый день после работы. Потому что от нее нужно избавляться, от этой энергии. Значит, что еще здесь хорошо по тузу пентаклей? Хорошо вкладывать деньги в свое здоровье.
на этой неделе, допустим, начинать какое-то лечение, начинать какие-то процедуры дорогие, лечить зубы. Особенно вот Пентакли отвечает у нас за внешность, за кости, за волосы, за кожу. И вот если вы будете вкладывать деньги в это направление, то карты говорят, будет очень-очень хороший результат. Вы будете очень довольны. То есть вы поймете, что деньги вложены не зря. Они действительно принесли тот результат, на который вы рассчитывали. Так что вот тратьте деньги на себя, на здоровье, будет хорошо. Ну, смотрите, неделя просто чудесная. Все хорошо и в личной жизни, и в работе. Кстати, король Пентаклей может вам помогать еще на работе. Тут знаете, скорее всего, как у вас 12 дом проиграется, отпуск, отдых. Вот такая, знаете, неделя какого-то релакса и отдыха, когда у меня нет проблем, нет неприятностей, нет никаких-то сложностей. Я просто вот так вот на лайте эту неделю провожу. Занимаюсь собой, здоровьем, отношениями. Так что вот так. Для вас это просто отдых. Благодарю за внимание, близнецы, и жду вас на своих новых видео.